Римские и арабские цифры. С помощью таблиц можно делать преобразование из римских цифр в арабские и наоборот. То есть в обе стороны преобразование будет работать вполне себе нормально. Но есть некоторые ограничения. И сейчас мы с вами познакомимся и с функциями, и с ограничениями по ним. У нас с вами есть столбец с арабскими цифрами, ну, тем, которые нам более привычны. Их мы будем конвертировать в римские цифры. Я напомню вам, что такое римские цифры. Римские цифры – это, по сути, буквы. Единицу мы обозначаем заглавной латинской буквой «и», ну, «ай». Двойку мы обозначаем, соответственно, двумя буквами «ай», ой, не «j», прошу прощения, «ай», двойку тремя, а вот дальше уже пошло интересно. Четверку мы обозначаем как буква «ай» и «в». «В» – это пятерка, I – это единица, то есть из пятерки мы отняли единицу, и в итоге получили, что цифра 4 обозначается именно так. Ну, то есть есть некоторая логика, да, в том, как образуется та или иная римская цифра. Но, собственно говоря, почему от римских цифр отказались? Потому что римские цифры не очень-то удобны в каких-то больших и сложных расчетах, и тем более в записи. И это же накладывает ограничения на функцию, которую мы будем использовать. Функция называется вот так вот, римское, латинское название у нее Roman. И у функции два аргумента. Первый аргумент – это число. Так, здесь скобка у нас лишняя. Первый аргумент – это число арабское, которое мы будем конвертировать в римские цифры. И мы вот здесь сразу видим, что ограничение есть на то, какое это может быть число. Это может быть число от единицы до 3999. Почему так? Ну, все просто. Кто-нибудь сейчас может вспомнить, как пишется римскими цифрами 0? Нет. Ну, лично я не могу. 4000 почему не можем записать? Ну, потому что чем дальше, тем длиннее становится каждое число. Я предполагаю так. Чем дальше, тем длиннее становится каждое число и занимает слишком много места. И, ну, в общем, согласитесь, редко мы сталкиваемся с какой-то заоблачной римской цифрой. Скорее всего, римскими цифрами сейчас обозначают века. Их не так уж и много. Ну, давайте пробовать функцию. Пишем равно римское. Обращаю внимание, что римское пишется. Если написать римская, как мы обычно говорим, римская цифра, то будет ошибка. Римское, открываем скобку. Конвертировать мы будем вот эту цифру 1. Ставим, да, обращаю внимание, что у функции есть и второй аргумент, называется он упрощение. И он не обязательный. То есть достаточно вполне того, что мы указали, какую конкретно арабскую цифру мы будем конвертировать в римские. Что такое элемент упрощения? Есть разные способы записывать римские цифры. Вот если мы указываем один, первый аргумент и все, то ну, вот закрыли скобку, да, нажали Enter, функция вполне себе работает. Это классический подход к тому, как формируются римские цифры. Есть и другие подходы, мы их с вами не будем разбирать в рамках сегодняшнего занятия. Я не сталкивался с тем, чтобы это кому-то когда-то было надо, поэтому даже, в общем-то, мы не стали это включать. Но если вдруг вам это надо или как минимум интересно, переходите в подсказку. И вот здесь в подсказке есть обозначение в зависимости от того, какой вы укажете символ в качестве упрощения, там будут цифры от 0 до 4, какой результат вы получите, каким образом он рассчитывается. Но еще раз мы в это не углубляемся. Так, мы с вами написали функцию с одним всего лишь аргументом, она довольно проста, римское и в скобках арабская цифра. Ну, мы могли бы с вами туда эту цифру вручную вписать, да, просто вот единичку поставить вместо ссылки на ячейку. Результат такой же. Но мы с вами сразу видим, что у нас вот здесь вот целый ряд, чтобы в каждой из этих ячеек нам написать римская, вводить данные, мы с вами эту ячейку будем протягивать. Для этого мы вместо цифры
ссылаемся на ячейку с цифрой, которую мы переводим из арабских в римские. Ну и давайте дальше по чуть-чуть протягивать вниз и смотреть, что получается. Ну вот до четверки мы с вами дошли. Далее, ну, я думаю, что как минимум до десятки, наверное, знают все, как записываются римские цифры. Кто не знает, вот, пожалуйста, функция римская нам это обозначила. А дальше уже поинтереснее. Далее у нас идет сотня. Сотня обозначается в римских цифрах буквой С. Далее 500. 500 – это буква Д. Да, кстати говоря, вот если сотня С, мы с вами знаем, да, что десятка – это у нас Х, а 20 – это 2 х. Ну, вот если мы тут поменяем, то мы эти 2 х увидим. По аналогии будет работать и с сотнями. Если мы вместо сотни, вместо цифры 100 укажем 200, то увидим две буквы С. Ну, это уже скорее про римские цифры, а не про нашу функцию. Поэтому не углубляемся, а тянем нашу формулу еще чуть ниже на 1000 и видим, что 1000 обозначается как М. 2000 – это, соответственно, две буквы М. И вот дальше интересно. У нас 2019 год на дворе. Давайте посмотрим, как он записывается римскими цифрами. Ну, в общем, довольно предсказуемо. Две буквы М – это 2000, как мы только что узнали, а число 19 записывается вот таким вот образом. То есть просто одно добавили к другому. Далее у нас идет пограничное число 3999. Обращаю внимание, что оно у нас задано как ограничение для данной функции в настройках этой функции. Давайте еще потянем вниз и увидим, что уже вот такое вот довольно длинное число у нас получается римскими. Следом идет 4000. Что будет, если мы для чего-то, что не входит вот в эти пределы, напишем нашу функцию римская? Будет ошибка. И вот нам в подсказке к ошибке говорят о том, что значение может быть только от единицы до 3999. Соответственно, 4000 значением быть не может, и его нам просто-напросто не конвертируют. Ну и то, с чего мы начали, это римский 0. Если он нету римского нуля, есть опять же ошибка, и опять же та же самая подсказка. Должны быть значения от единицы до 3999. Это функция римская, она нам конвертирует из арабских цифр в римские. Но можно и обратно, для этого тоже есть своя функция, она называется арабское, обращаю внимание опять же на правильность написания. Латиницей пишется как арабик. И здесь чуть попроще. Здесь у нас с вами будет один единственный аргумент у этой функции. Это римское число. Ну, опять же, написать мы функцию можем как руками. Просто в скобках прописав, ну, например, давайте поставим галочку, чтобы у нас была римская пятерка. Но обратите внимание, что если мы просто пятерку поставили, получаем ошибку. Почему? Да потому что римские цифры, как я уже сказал в начале, это, по сути-то, буквы, а не цифры. А каждый раз, когда мы пишем с вами формулу, как внутрь функции какой-то текст, что мы должны сделать? Правильно, должны указать его в кавычках. Добавляем кавычки вокруг нашей буквы В и получаем результат. Пятерка. Галочка обозначает арабская пятерка. Но мы с вами, давайте это сотрем, мы с вами будем делать опять же чуть-чуть попроще. Мы сошлемся на ячейку, чтобы потом функцию потянуть вниз. Равно арабское. Открываем скобку. Ссылаемся на ячейку с римской цифрой. Так как мы ссылаемся на ячейку, а не указываем саму цифру, нам достаточно просто сослаться, никакие кавычки тут не нужны. Закрываем скобку и получаем, что вот это римская единица. Да? Ну, она же у нас была и изначально, поэтому тут проверить легко. И сразу до конца протягиваем вниз.
И видим, что римские цифры из вот этого столбца конвертировались в арабские цифры вот здесь вот. Ну, на простых цифрах все понятно, а более сложные можем сравнить с исходным значением и увидеть, что все конвертировалось так, как и должно было. Этот урок– часть большого и более подробного курса. Записаться на курс вы можете на сайте среда31.ру.